Когда-то много лет назад я услышал где-то, какой-то умный человек, не знаю, верующий он или неверующий, но так как там что-то связанное с молитвой, скорее всего, верующий, он сказал такие слова. Есть две категории людей. Люди, которые молятся и не работают. Это фантазии, это фантазеры. Это люди, которые находятся в фантазийном мире. Это попрошайки, знаете, вот как люди, которые просто все, чему они научились, это просить, дай. Просить в посте, просить без поста, просить, как Ибрахим говорит, на всех языках мира. Особенные молитвы эти люди заучивают на иврите, на греческом. У них какие-то арамейские наречия есть. А вторая категория людей, знаете, кто это? Это те люди, которые работают, полагаясь на свои силы. Если первое это попрошайничество, то второе это рабство. И истина где-то всегда вот посрединочке. Истина где-то в таком божественном промежутке. Когда мы понимаем, что есть наша сторона, есть наша ответственность, а есть Бог чудесный, который делает гораздо больше, чем мы можем себе позволить, или который делает гораздо больше, чем мы можем даже в самых лучших снах это увидеть. И одно, и другое, это не наш путь. Нам не надо быть попрошайками, которые все, чему они научились, это просят, чтобы Бог что-то делал, но со своей стороны ничего не хотят делать. Нам не надо быть людьми, которые сегодня полагаются на свои собственные силы, и которые, соответственно, своим силам могут рассчитывать, что может случиться в моей жизни, а чего случиться просто не может. Это тоже не наш путь. Когда служишь церквям, ты понимаешь, что церкви тоже поделились на две категории. Вы не поверите. Может быть, в каких-то более преуспевающих странах, может быть, в каких-то более преуспевающих городах так как-то по-другому, но то, что я вижу в нашей стране, то, что я вижу в нашем городе, и, скорее всего, это огромного количества городов и стран касается, церкви поделились на две категории. Ни тот, ни другой путь – это не наш путь. И нам надо понимать это. Первая категория церкви, у которых есть западные спонсоры. Это церкви, которые живут благодаря тому, что где-то есть старший брат, старшая сестра, старшая бабушка, которая их там где-то любит, и которая там где-то как-то заботится, собирает деньги, копытит эти деньги для целей этой церкви. Смешно смотреть, когда ты видишь, что это люди, которые просто в рот заглядывают каким-то даятелям, каким-то бизнесменам, которые приезжают в их жизнь с Запада. Это может быть неплохо дружить с какими-то западными церквями, но когда у тебя менталитет и мышление, что Запад мне поможет, это что-то странное в твоей голове. Это, как я лично считаю, это полная деградация. Когда ты, все, что ты можешь, ты уповаешь на какое-то богатое, не знаю, там, богатый город, богатую страну и богатых людей. Ты уповаешь на этих людей, не понимая, что наше упование в Господе. И вторая категория церквей, у которых нет западных спонсоров, которые завидуют тем, у которых есть западные спонсоры, и которые вот так сели и говорят, а мы просто бедные, у нас ничего нет, и мы просто ничего не можем. Но правда, друзья, знаете, это то, что тяготило меня, и я размышлял над этим очень много, и я молился и думал, Господи, вот если бы мы были вот такой церковью, или вот такой церковью, или вон там, или вот здесь, каждый раз я приходил к такой мысли, что если сегодня мы, как церковь, мы хотим двигаться за Христом, мы хотим развиваться со Христом, и мы хотим исполнять Его волю, мы должны искать от Бога поручения, что нам делать, куда нам идти. Нам необходимо видение. И каждый раз, когда ты имеешь видение от Бога, Бог будет обеспечивать это видение изнутри церкви. Потому что у Бога есть гигантское количество возможностей для вот нас, сидящих здесь. Во-первых, для того, чтобы ты преуспевал, во-вторых, для того, чтобы у тебя был избыток, и ты мог благословлять, и в-третьих, чтобы вот это вот состояние, когда люди преуспевают в Боге, когда они сходятся вместе, и они посвящают себя на одно какое-то Божье дело, это дело будет преуспевать, и это дело будет двигаться вперед, друзья. Бог сегодня призывает нас не уповать на какие-то западные деньги. Сегодня есть гигантское количество источников, может быть, они скрытые до сих пор.
Может быть, эти источники до сих пор нам непонятны. Может быть, мы сегодня до сих пор тыкаемся в какие-то закрытые двери. Но эти источники для нас существуют в нашей стране. И эти источники для нашей церкви существуют внутри нашей церкви, друзья. И снаружи мы же не отвергаем. Как говорится, мы не отвергаем никакую помощь снаружи. Но мы должны быть нацелены на то, что каждый из нас, мы ищем Бога, мы ставим цели, мы двигаемся куда-то с чем-то связанное с финансовым, божественным прорывом и победами. И мы, люди, которые посвящают себя на то, чтобы я благословлял тех, которые рядом со мной, благословлял свою Божью семью для того, чтобы она процветала. И я уверен в одном. У нас есть видение, у нас есть идея от Бога, куда мы двигаемся. И именно эти идеи и это видение, которое пришло с неба, Бог оплатит. Бог оплатит. И у него есть источники здесь, внутри церкви. Давайте мы посмотрим сегодня несколько мест Писаний. Я хотел бы с вами поговорить о приношениях. Сегодня время, я уверен, нам узнавать, что Писание говорит, знать, что Писание, чему Писание учит о деньгах и поступать соответственно этому для того, чтобы видеть соответственные плоды. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели несколько мест Писаний о тех внутренних скрытых источниках, которые Бог приготовил внутри церкви для того, чтобы церковь преуспевала. Помните, я говорил о 3 страстях протестантского мышления, правильного протестантского мышления. Там 3 вещи были. Первое – это любить знания, да? Мы говорили о знаниях, и мы стремимся к каким-то новым знаниям, мы стремимся к развитию. Это вообще постоянное желание усовершенствоваться, стремиться к развитию. Второе, о чем мы говорили еще? Мы говорили о рабочей этике, о том, что если ты работник какой-то, сделай так, чтобы за тебя тряслись и тобой дорожили. Вот бы всех уволили, но тебя одного оставили, зная, что на тебя можно положиться. Не будь разгильдяем, от которого люди избавляются каждый раз. Не будь бунтарем, от которого люди избавляются каждый раз. Не будь человеком, который делает как попало работу, потому что его никто не видит, от которого люди избавляются каждый раз и не хотят ему нормально платить. Стань человеком, который, что бы он ни делал, делает как для Христа. И третья вещь. Мышление очень важное, что деньги – это не конечная цель, это инструмент. И когда ты сегодня желаешь прорыва финансового, важно, чтобы это не было просто конечной целью. Вот многих людей, как ты можешь проверить себя? Для тебя деньги – это конечная цель или инструмент? Просто подумай так, вот если бы у тебя был $1 миллион, на что бы ты его потратил? Вау! И, вы знаешь, если у тебя деньги – это инструмент, ты бы сказал, вау, мы бы выкупили здание, мы бы выкупили там землю, мы бы построили вот, например, там наше новое здание, мы бы оплачивали вон то, мы бы купили вот это оборудование, ты бы начал думать, как ты этими деньгами можешь послужить. Или инвестировать для того, чтобы еще больше доход был и послужить. Потому что это конечная цель твоих денег. Или у тебя такие мысли, вау, я бы купил Дольче и Габбану, у меня бы был клатч за 8 тысяч евро, я бы кроссы купил, которые стоят 400 тысяч. А я помню, за 1,5 миллиона я где-то видел кроссы. Я куплю для того, чтобы в Бишкеке, я был один такой, куплю золотую ламбу и буду вот так... Приеду к кентам своим, покажу, какой я крутой. Ты бедный, а не крутой, потому что ты так и не понял. Деньги не для того, чтобы ты стал крутым. Деньги для того, чтобы ты делал такие невероятные дела, которые послужат огромному количеству людей. Бог не смотрит на то, сколько денег приходит в твою жизнь. Бог смотрит на то, сколько денег ты отдаешь. На то, чтобы эти деньги повлияли на что-то. И где-то принесли какой-то результат и какую-то пользу. О, многие давали много. Библия говорит, Иисус сидел у сокровищницы. Многие давали много. И это вообще не трогало его сердце. Но одна отдала все. Она отдала не просто много, она отдала все. И это настолько сильно задело Христа. Потому что Он не смотрит на то, сколько ты имеешь сегодня и какой ты крутой. Он смотрит на то, сколько твое сердце готово отдавать. Первая книга Паралипоменон. Вообще шикардосное место Писания о том, как люди давали не просто много, а отдавали все. И вся их жизнь была для того, чтобы скопить, собрать, для того, чтобы в правильное время отдать все. Я приложил много труда. Это апостол Давид говорит.
Ну ладно, царь Давид, пророк Давид, он не был апостолом. И он говорит такие слова: «Я приложил много труда, заготовив для дома Господа 100 тысяч талантов золота, 1 000 000 талантов серебра, а бронзы и железа больше, чем можно взвесить, а также дерево и камень, ты же прибавь к этому еще». Если мы не понимаем, что такое талант золота, если мы не понимаем, что такое талант серебра, это вот вообще ни о чем для нас, согласитесь? 1 000 000 талантов, это больше, чем $1 000 000 или меньше? Вы все знаете. 1 000 000 талантов считалось, что от 24 до 36 килограмм золота в то время. Один талант весил. Еще раз повторю, от 24 до 36 килограмм золота. Это один талант, ребят, один талант золота. Знаете, если мы сейчас вот все перечислим в для нас понятные баксы и взять, что грамм золота стоит $30, то примерно только в золоте этот мужчина, вот здесь у нас есть статистика, только в золоте этот мужчина пожертвовал $115 миллиардов. Что? Давид, почему ты жил тогда? Илон Маск отдыхает, потому что все, что у него есть, это бумажки, акции. У этого мужчины было реальное золото. Серебра на 22 миллиарда из учета $600 за килограмм. Я не знаю точных цен, я не знаю таким большим оптом, как можно было бы это продать, но это баснословные деньги, которые всю свою жизнь этот человек собирал для одной цели. Он понимал, что однажды, может быть, он или кто-то из его потомков, они построят храм для Господа. И он, вся его жизнь, все его, знаете, вот налеты, грабежи, вся его, вот эти войны, которые он вел, они были ради одной цели, чтобы собрать и в храм. И в храм. Это была страсть его сердца. Знаете, почему сегодня, например, как я уже говорил, сегодня, например, собрания собираются, и там бедный пастор и прыгает, и танцует, и лежит, и плачет, и смеется, и умоляет, и заставляет, и манипулирует, и запугивает, чтобы люди давали деньги, потому что такое впечатление, его сердце озабочено целями Божьими, а церковь его не озабочена целями Божьими. Слава Богу, я не в такой церкви служу. Так сильно хочу, чтобы мы сегодня консолидировались вокруг всех наших целей. И ради этих целей мы бы были людьми, которые способны жертвовать и отдавать то, что, может быть, было когда-то смыслом всей жизни. Он воевал, это вся его жизнь была. Он грабил эти завоеванные народы. Где он взял все эти деньги, это золото? Это все награбленное непосильным трудом. А давайте дальше. Там написано так: царь Давид сказал всему собранию: «Мой сын Соломон единственный, кого избрал Бог. Молод и неопытен, работа велика». Вот они о храме рассуждают. У них церковь, они собираются двигать какие-то свои идеи, у них есть свое видение, и они хотят это видение воплощать в жизнь. Просто у них видение немножко больше было, чем у нас. Чуть-чуть. И вот он говорит: работа велика. Ведь этот храм не для человека, а для Господа Бога. Я все приготовил для дома моего Бога, что только смог. Золото, серебро, бронзу, железо, дерево. А кроме того, много оникса, камней в оправы, бирюзы, разноцветных камней, всех видов драгоценных камней и мрамора. Это даже не перечисляется, сколько этого всего было. Видать, там 300 еврейских ювелиров считали, устали, бросили, говорят: просто много напишите. Кроме того, и вот здесь вообще шикарная вещь, кроме того, из любви к моему Богу. Вот смотрите, мы до этого смотрели, да, он там пожертвовал огромное количество тонн золота на 112 миллиардов. Дальше написано: кроме вот того, что я до этого пожертвовал. Он говорит: из любви к моему Богу. Вау! Вот это сердце человека, который понимал, что он может показать любовь. Знаете, мы иногда показываем любовь словами. Апостол Иоанн говорит: давайте не только словами, делами будем показывать любовь. Мы иногда эту любовь, мы просто проговариваем там в молитвах Богу нашему. А Господь говорит, что любовь – это действие, которое мы делаем. И вот здесь Он говорит: из-за любви к моему Богу я отдаю собственное золото. Я не знаю, для чего Он его припрятал. Как у некоторых есть, он был уже не молодой человек, на смерть. Я не знаю, для чего он припрятал. Он говорит: я отдаю собственное золото. То есть было какое-то, видать, коллективное золото до этого, а тут собственное золото. И он говорит: золото и серебро на дом моего Бога, сверх всего того, что я уже заготовил для этого святого дома, я отдаю. 3000 талантов золота из Офира
и 7000 талантов очищенного серебра для покрытия стен зданий. Вот он говорит, я отдаю 3000 талантов золота из Офира и 7000 талантов. Он добавил еще по любви от себя на 3,3 миллиарда долларов. Чисто так. На смерть приготовлены. Но я не знаю, для чего старому человеку 3,3 миллиарда в золоте. Я знаю, что ты и я, мы бы нашли, куда эти деньги потратить. Но этот человек был, знаете, он был одержим какой-то божественной идеей. Понимая, что он огромную сумму отдал, понимая, что, видать, этой суммы бы хватило, 112 миллиардов долларов. Я уверен, что, скорее всего, хватило бы. Но этот человек неугомонный в своей страсти. Он говорит, я еще хочу дать. У меня еще есть что-то. Я еще чем-то могу поделиться. И опять вот здесь мы читаем, что еще и серебра на 150 миллионов долларов. Это удивительно. Человек, который потом задает такой вопрос, кто еще готов сделать добровольные пожертвования, посвящая себя сегодня Господу? И дальше написано, тогда главы семейств, вожди родов Израиля, тысячники, сотники, сановники, надзирающие за царским добром, стали делать добровольные пожертвования. Они пожертвовали на работу по строительству Божьего дома 5000 талантов, 10 тысяч дариков золота, 10 тысяч талантов серебра, 18 тысяч талантов бронзы, 100 тысяч талантов железа. Всякий, у кого были драгоценные камни, отдавал их в сокровищницу дома Господа в руки Гершонита и Ехиила. Народ радовался добровольному участию своих вождей, потому что они жертвовали Господу от всего сердца. Очень радовался и царь Давид. И дальше написано так: Давид благословил Господа перед всем собранием, говоря. Вы знаете, что привело этого человека к невероятному преуспеванию, о котором сегодня многие люди просто мечтают? Его мышление. И вот здесь в этой молитве он высказывает то, как он думает, как он размышляет. И знаете, мы опять упираемся в то, что связано с мышлением. Все начинается с того, чем заряжены твои мозги, чем заряжено твое сердце. Поэтому Слово Божие нам говорит, чтобы мы постоянно пребывали в истине, размышляя над этой истиной, чтобы истина стала частью нашего мышления. И он говорит такие слова: «Благословен будь Господи, Бог Отца нашего Израиля, во веки и веки. Твои, Господи, величие и мощь, великолепие, победа и слава. Ведь в небесах и на земле все Твое. Твое, Господи, царство. Ты над всем вознесен, как глава». Здесь он возносит царя небесного, который является главой всего, в чьих руках все. И дальше он говорит такие слова: «От Тебя богатство и слава. Ты властитель всего». Это его мышление. Он понимает, кто источник его состояния. Он понимает, кто источник благословений, которые пришли в его жизнь. И дальше он говорит: «В руках Твоих сила и власть вознести и упрочить все. И сейчас, Бог наш, мы благодарим Тебя и хвалим Твое славное имя. Но кто я и кто мой народ, чтобы нам делать это добровольное пожертвование? Все происходит от Тебя, и мы даем Тебе лишь то, что получили из Твоей руки». Это мышление, понимаете, друзья? Сколько ты встречаешься с людьми, которые говорят: я заработал, я там чего-то достиг, я к чему-то пришел. Конечно, вот из этой вот руки, которая сама себя обогатила, так сложно иногда добиться до того, чтобы человек этот что-то отдал Богу, потому что это все я. Здесь Богом даже и не пахнет. Но когда ты понимаешь, кто источник твоих благ, когда ты понимаешь, кто стоит за тем или за другим в твоей жизни, ты с радостью начинаешь жертвовать для своего Бога, и ты с радостью начинаешь делать то, что делали эти люди, которые участвовали в деле Божьем. «Мы странники», он дальше говорит такие слова: «Мы странники и чужеземцы в твоих глазах, какими были и наши предки. Наши дни на земле, как тень, и нет надежды. Господи наш Боже, все это изобилие, что мы приготовили для строительства дома, для Твоего святого имени, мы получили из Твоей руки. Оно целиком принадлежит Тебе». И дальше он говорит: «Я знаю, мой Бог, что Ты испытываешь сердца, и Тебе угодно чистосердечие. Я от чистого сердца добровольно отдал все это, и теперь с радостью вижу, что и Твой народ, который находится здесь, добровольно жертвует Тебе». Интересно, мышление человека. Мышление человека, тот, который понимает, что все доброе. Вот в послании Иакова, которое сегодня уже цитировали, 1 глава, там написано так, что наш Бог – это Отец света, от которого исходит всякое даяние доброе в нашей жизни.
И то, что тебе кажется, что ты сам заработал, тебе кажется, что ты там сам сдал экзамен, тебе кажется, что ты сам к чему-то пришел или наоборот сам к чему-то не пришел, все приходит, все доброе, оно приходит от Бога. Какие-то дары добрые, какие-то благословения добрые, какие-то просто блага, которыми ты сегодня можешь пользоваться, это все Бог, который стоит за всем за этим. И знаете, как такому Богу, например, не давать, как такому Богу не жертвовать, как для такого Бога не делать какие-то вещи, которые, может быть, выходят даже за рамки наших собственных каких-то естественных возможностей. Еще одна интересная вещь. Я цитировал это в прошлый раз, Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Здесь написано так: Моисей говорит евреям и говорит: помни Господа твоего Бога, потому что это Он дает тебе возможность приобретать богатство. Вот это мышление, которое Бог хотел бы, чтобы оно было внутри каждого из нас. Приобретать богатство, подтверждая, как это и есть сегодня свой завет. Бог хочет подтверждать, что Он Бог своего народа, своей церкви, благословляя нас в том числе деньгами. Если ты слышишь сегодня людей, которые говорят, что христиане в сегодняшнем мире, во всяком случае в наших спокойных странах, где нет откровенных гонений, где сегодня огромное количество возможностей, если ты сегодня слышишь в наших местах, что христиане не должны преуспевать финансово, это ложь и заблуждение религиозного духа. Если ты сегодня слышишь эти откровения, что Бог – это тот, который благословляет, таким образом Он подтверждает свой завет с нами, это то, что исходит из Писания и ниоткуда больше. Не из возбужденного смысла этих проповедников. Некоторые говорят: о, Денис там проповедник, как это называется? Преуспевание. Воу-воу, процветание. Ну правильно кто-то говорит, ну а кто же он еще? Я не проповедник преуспевания. Я не мерю никогда, например, количеством твоих денег твою духовность. Потому что разные этапы в жизни у нас существуют. Мы чему-то учимся, мы растем, мы какие-то вещи проходим, в чем-то меняемся. Но важно понимать истину Слова Божьего и понимать, что эти вещи Бог приготовил в моей жизни, и я хочу, чтобы они случились. Как однажды Тейл Осборн сказал, это не грех жить в бедности сегодня, грех верить в бедность. Грех верить в то, что твой Бог хотел бы, чтобы ты жил в бедности. Грех верить в то, что ты думаешь, что это твой путь, это твое призвание, оставаться в долгах, в нужде, быть вот человеком малообеспеченным. И ты можешь сказать, ну а где ты это в Новом Завете находишь? Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Здесь написано так, это уже Павел провозглашает. Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Нам известна благодать Господа Иисуса Христа. И там дальше написано, а благодать в том, что Он был богат. Он великий царь, который управлял всем. И Он сделался как человек. Представьте себе, это то же самое, если миллиардера просто посадили на хлеб и воду. Это примерно что-то даже несравнимое. Он владел всем и лишился всего, висел голый на кресте. Библия говорит, Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы благодаря Его бедности вы стали... И огромное количество религиозных людей говорит, ну здесь про богатство духовное речь идет. Но если бы эти религиозные люди когда-нибудь просто прочитали эти 2 главы в контексте, там идет вопрос или там идет речь только о деньгах и больше ни о чем. Потому что Павел посылает ребят собирать Коринфянам деньги. И он говорит им все эти слова, что наш Господь обнищал. Для чего? Для того, чтобы благодаря Его нищете у нас произошел бы обмен на кресте. Он забирает нашу нищету, а мы получаем Его благословение. Скажи на это аминь. Молись за это, и пусть это станет философией или мышлением твоей головы. И дальше, другое место Писания, следующая глава. Он говорит, для тех, кто уже принял эту философию, о том, что Бог хочет, чтобы ты был богат. Дальше он говорит такие слова. А помни еще при этом, кто сеет скупо, тот скупо и жнет. То есть он опять возвращает нас к тому, что деньги – это не самоцель. Быть богатым – это не самоцель. Самоцель – это чтобы через твои руки проходили финансовые благословения, благодаря которым что-то будет созидаться в физическом мире, расширяя царство духовное. Помните, кто скупо сеет, тот скупо и жнет. И кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце. Не с огорчением и не по принуждению. Потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Сразу хочу оговориться, здесь вообще про приношение сказано, не про десятины.
Про десятины – это вообще другая речь. Они собирали приношения или пожертвования страдающим церквям, нуждающимся церквям. У них была конкретная цель, на которую они собирали деньги. И он говорит, когда ты помимо своих десятин отдаешь еще какие-то деньги, он говорит, делай это как? С радостью, радуясь. Понимая, что Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке, и с лихвой хватало еще на любое доброе дело. Как написано, Он щедро раздал свое имущество бедным, и Его праведность пребывает вовек. И дальше. Тот, кто дает семя сеятелю, кто дает людям хлеб в пищу, умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. Вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас, они будут благодарить Бога. Это второе послание Коринфянам 9, 6 по 11 стихи. Первое, он говорит, деньги – это инструмент. И когда ты жертвуешь деньги, не жертвуй так, это уже вторичная вещь. Как фермер, ага, я посеял мешок картошки, выращу 12 мешков, потому что это крутой там сорт какой-то. Нет, не с таким мышлением он говорит. Делайте с радостью, что мы можем послужить деньгами. Делайте с радостью, что мы можем показать Богу нашу любовь. Это первичное. Фермерство на второй план задвиньте, друзья. Вот это вот иногда слушаешь людей, я там посеял столько-то, я теперь жду в 30, 60, 100 крат. Все, что человек думает, это вот сколько ему обратно придет. Знаете, такой прагматичный христианин. Пустил кусок Писания, где написано, чтобы мы это делали с радостью, делали по вере, делали танцуя и с счастливым лицом, понимая, что таким образом мы служим своими деньгами. И даже если на этом все, стопэ, дальше бы ничего не было, на этом нам нужно, просто это должно быть первичным. Это как иногда я говорю людям, посвящение, это когда ты как тот мужчина, которого в печку должны засунуть, и он говорит, Бог мой спасет меня. Но даже если не спасет, я все равно не буду поклоняться тебе, мерзкий царь. Бог воздаст, но даже если не воздаст, я счастлив и рад, что я сегодня могу участвовать в даянии Божьем. Вау! Это совсем другое мышление. Это вот это фермерство. Нам надо просто каленым железом из церкви выбивать. Такие все прагматичные. Так я посеял 1000, там все сколько там, в 30 это будет 30 тысяч, в 60. Не, мне не меньше 60 надо. У меня там столько возможностей сейчас. Надо решить на эти денежки. И он уже там делит шкуру неубитого медведя. Крутая вера у тебя, брат. Но не с этого начинается, это вторично. Бог хочет нас благословлять. Бог смотрит на то, сколько мы даем. Но прежде всего сердце, понимающее, что я Богу своему служу из любви. Я делаю это для Него из любви. Не потому, что меня принудили. Сегодня там какое-то особенное собрание, где нас там душили. Мне пришлось кубышку раскупорить для того, чтобы там какие-то благословения отвалить. Да нет, друзья, нет. Это сердце поклонника, это сердце человека, который по-настоящему имеет жертвенное сердце. История Неемии, 10 глава. Вот здесь интересно, они говорят такие слова. Мы берем на себя обязательство исполнять повеление о том, чтобы каждый год давать треть шекеля. И интересно, вот когда дело касается денег, здесь что значит мы берем на себя обязательства? Они посвящают, делают посвящение Богу, и они говорят, мы будем на постоянной основе людьми дающими. Другая крайность сегодня существует в церквях. Знаете, когда людей под влиянием там каких-то эмоций, под влиянием какого-то вот этого вот эмоционального давления, их заставляют сделать посвящение на вещи, которых у них нет. Например, люди там жертвуют, такие записки пишут и говорят, я там в будущем пожертвую там $100 тысяч. Ну или там сколько-то. Это не так работает. Если у тебя нет денег, Библия говорит, Бог дает семя. Если этого семени нет, не жертвуй того, чего еще нет. Тем более, не посвящай себя на это. Но ты можешь посвятить себя на то, чтобы участвовать. Я посвящаю себя. Ты, Бог, будешь меня благословлять. Ты, Бог, будешь заботиться обо мне. Ты будешь давать мне с избытком. Ты будешь давать мне благословение. И я посвящаю себя на то, чтобы мне участвовать в видении своей церкви. Я буду участвовать. Не просто я буду давать. Я буду участвовать в каких-то особенных нуждах, каких-то особенных пожертвованиях, которые ты будешь вкладывать в мое сердце. И когда мы делаем такое посвящение, именно в тот самый момент Дух Святой может тебе сказать, вот у нас есть там миссионеры, просто ежемесячно какую-то сумму ты можешь жертвовать. Вот у нас есть, например, какие-то проекты, какие-то цели, ежемесячно можешь туда какую-то сумму денег давать. Аллилуйя.
Аминь.